Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Генерального прокурора? Пожалуйста, задавайте. Я вопрос такой хочу задать. Эта бы ситуация не возникла. Вот Мусаев вынес постановление, после этого старший следователь относит дело в Генеральную прокуратуру, и там дается соответствующий прокурор профиля свое заключение о законности. И было утверждено постановление следователя Мусаева со стороны работников Генпрокуратуры, утверждено постановление о прекращении. Поэтому сторона обратилась с жалобой в суд. Скажите, пожалуйста, если одна и та же структура, одни и те же работники знают, что прошел судебный контроль, и этот, почему вот Исманов снова возвращается, и его в постановлении не указано, что послужило поводом, кто обратился, или он просто по свою инициативу проявил, чтобы отменить постановление, не принимая во внимание судебные акты, которые он даже в постановлении не указал. Все. Ну, вопрос вам понятен, да? Да, в принципе, понятен вопрос. Ну, я считаю... Но не с точки зрения, вы сейчас должны, вы понимаете, да, отвечать, да. Не с точки зрения конкретно действия конкретного человека, а вообще, да, с точки зрения вот правильности, я не знаю, там, выполнения работы определенными прокурорскими работниками и правильность применения им норм права, да? Ну, Ваша честь, я в любом случае сейчас прихожу к такому мнению, что это субъективное решение отдельного должностного лица. Сейчас в данное время уголовное дело направлено в суд, окончательное решение по этому делу должен поставить судебные органы. У вас есть еще вопрос? Пожалуйста. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, каждое законодательство имеет определенные принципы, как общие нормы. При решении органов прокуратуры, при принятии решений, когда вам встречаются коллизионные нормы, из каких принципов вы исходите? Вопрос теоретический. Ну, есть закон о нормативно-правовом акте, там есть четко установленные иерархии законов. В соответствии с этим нормативно-правовым актом мы принимаем решение. Должно вообще приниматься решение. У меня нет вопросов. Есть, уважаемые коллеги, вопросы? Самат Хаштабекович, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Нет? У меня к вам вопрос. Вот, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством осуществление прокурорского надзора, ну, в данном случае за прекращением, он является обязательным, и, в общем-то, это заканчивается заключением соответствующего прокурора о законности принятия этого решения. Да? В последующем, когда принимается, вот здесь вы можете суду пояснить вот, юридическую силу подобных заключений, если он не имеет какой-то юридической силы, смысл тогда в чем заключается вот, принятие этих заключений, если при наличии этих заключений постановления могут быть отменены? Ваша честь, я считаю, что если конкретно поставленному вопросу дана четкая юридическая оценка, и это, если принято судебным актом, она, конечно, не может быть отменена. Ваша позиция понятна. Спасибо. Присаживайтесь. А так, в дополнение я просто хотел бы сказать, что это уголовное дело, оно расследуется как бы в масштабе, все-таки. И для полностью расследования уголовного дела, ну, надо рассматривать это дело всесторонне и потом принимать решение. Хорошо. По поводу, подождите, вашего высказывания у меня возник вопрос. Вот смотрите, законом предусмотрены вновь открывшиеся новые обстоятельства, по которым могут быть пересмотрены судебные акты, да? Вы сами сказали, вы сами только что высказали за то, поскольку имеется судебный акт, разумеется, его нельзя было пересматривать. Это ваше, да, заявление. Вот в этих обстоятельствах, по вновь открывшимся обстоятельствам, да, там достаточно оснований для того, чтобы прокурор мог реализовать свое вот это право, да, по пересмотру судебного акта.
ну, в рамках прекращенного уголовного дела, скажем. Вы помните эти обстоятельства, нет? Я эти обстоятельства Вы не помню. готовы ответить на этот вопрос? Да. Хорошо, тогда присаживайтесь. Спасибо. Так.